От числа всех обращений в медицинские учреждения за день порядка 60% – это дети с диагнозом ОРВИ и различными его формами. Отделение воздушно-капельных инфекций в детской инфекционной больнице переполнено. В основном госпитализированные дети, у которых диагностировали грипп, парагрипп, респираторную вирусную инфекцию, аденовирус, а также пневмонию и бронхит. Одной из причин такого большого всплеска заболеваемости является теплая осень. В теплой среде, в таком комфортной температуре воздуха для вирусных инфекций, они не уничтожаются. И плюс дети в такую погоду могут ходить без шапок, да, потому что достаточно тепло. Да, поэтому вследствие переохлаждения чаще заболевать. Маски должны носить те, кто болеет ОРВИ, и желательно в людном месте те, кто не болеет ОРВИ. Со времен коронавирусной инфекции все про это забыли, но хочется сказать, что во время коронавирусной инфекции заболеваемости ОРВИ практически не было. Чтобы обезопасить себя от вирусов, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим в местах массовых скоплений людей, проветривать помещения и укреплять иммунитет. Полноценное питание детей, проводить витаминопрофилактику, витамин С принимать, витамин D, общеукрепляющие какие-то процедуры, да, и вакцинация. Все-таки чтобы избежать подъема заболеваемости, нужно вакцинировать детей против гриппа. В Якутске порядка 18 тысяч детей на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение, которое осуществляется на образовательной платформе «Сферум», разработанной в рамках проекта «Цифровое образование». Этот контент позволяет нам реализовать и организовывать коммуникационные платформы, рабочие чаты как для учителя с классом, как для учителя с педагогами, и в целом может целая школа подключиться в один рабочий чат. То есть у нас создаются условия для того, чтобы дети и учителя общались на безопасной информационной платформе. На дистанционное обучение переводят в случае превышения порога заболеваемости в 20%. Управлением образования окружной администрации города проводится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. По последним данным, в Якутске на карантине находится 618 классов в 43 учебных учреждениях. 7 школ закрыты полностью. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск.